днем, Республика! Телевизионные жаворонки продолжают работать для того, чтобы ваш день начинался только с добрых и свежих новостей. Сегодня 8 октября, понедельник, и сегодня якутское телевидение отмечает свой юбилейный день рождения. Нам 55 лет. И в связи с этой юбилейной датой мы подготовили для вас большой праздничный прямой эфир, который продлится в течение всего дня. Оля, скажи, пожалуйста, вот я здороваюсь, с телезрителями на протяжении, не знаю, скольких лет. Об этом не говорят, но с новым давно. днем, Республика, телевизионные жаворонки. Меня на самом деле на улице, когда встречают, ой, это телевизионный жаворонок идет. Вот у тебя есть какие-то дежурные фразы? Дежурные фразы наверняка есть, но так как я достаточно давно и долго и плотно работаю на радио, естественно, я уже сменила этих дежурных фраз целую пачку, поэтому даже не могу сказать. Но доброго дня – это моя дежурная фраза, да. Доброе утро! Наша любимая школьная рубрика не дремлет в день рождения якутского телевидения, и сегодня она решила испытать сотрудников НВК «Саха». И мы лишний раз убеждаемся, что все знать и все помнить из курса школьной программы невозможно. Хотя мы и нужно. тоже можем ошибаться, тоже путаться и не все помнить. Где скорость кровотока наибольшая? В аорте, в капиллярах, в венах малого круга или в венах большого круга? Как думаете? Ой, затрудняюсь. Наверное, вены большого круга. Ну, не знаем, в большом, наверное. В аортах. Конечно же, в аорте. Когда была образована Якутская республика? 1920-м. Ой, ну, когда мы отмечаем День Республики? 27 апреля. Это когда Конституцию приняли, да? 27 апреля 1922 года. Максим Кривич Амосов, Платон Алексеевич Аюнский, Сидор Никифорович Барахов, Степан Максимович Аржаков. Якутская автономная советская социалистическая республика в 1922 году, в апреле. Назовите самый крупный район Якутии по площади. По площади самый крупный район республики – Оленёкский район. А по численности? По численности Мегино-Кандаласский. Думаю, что Оленёкский. Оленёкский? Не знаю, Оленёкский. Оленёкский? Да, правда? Оленёкский район, да? Наверное, Ленёкский. А по населению какой-то центральный, наверное, Мегинский. Алайховский район. Сколько будет 7 умножить на 8? О. 54, что ли? Нет? Хорошо. Не помню. 56. 56, точно. 56. 56. Так, 7 на 7 – 49, 7 на 8 – 56. 77, 49, 7, 8, 56. Математика. Сколько будет 7? Нет, с этим проблема у меня. 7 на 8 умножить на 100. 7 и 8 – 56. Кто написал «Кому жить на Руси хорошо»? Некрасов. Кому? Некрасов. Некрасов. Да вроде как Некрасов. Как правильно пишется слово «аттестат»? 2Т. С двумя Т. С двумя Т. Прям по буквам говорить? Аттестат. А сколько Т? Удвоенное Т? Первый слог. А2Т, ЕС, Т, А, Т. С двумя Т – аттестат.
Доброе утро всем тем, кто только что настроился на наш канал. В эфире программа «Новый день». На календаре сегодня 8 октября, понедельник. И сегодня якутское телевидение отмечает свой славный юбилей. Сколько нам исполняется? 55 лет. Это не шутка, товарищи. Ага, и в связи с этой юбилейной датой Анжелика Аверкова, продюсер российского телеканала РУ-ТВ, поздравляет нас. Я поднимаю свой бокал, чтобы выпить за твое здоровье. Якутия телеканал, где все работают с любовью. Корреспонденты, звукари, монтажники и режиссеры. Ведущие, световики, операторы и, конечно же, гримеры. Видеоряд дает обширный материал, словами точными его сопровождая, чтоб телезритель весь якутский знал, что только здесь инфу он получает. Могу объехать много стран, но мне не встретить столь талантливых коллег по цеху, персонал и служб технической поддержки. Дорогие мои, я знаю многих из вас уже 8 лет, с тех пор, как впервые побывала на НВК. Вы сразу покорили меня тем, что не просто создавали видеоконтент, а вкладывали в него свою душу и свое мастерство. А самое главное, что вы постоянно жаждали знаний и шли в ногу с современными технологиями. И результат не застал себя ждать. Ведь летние игры «Дети Азии» в 2016 году вы отработали на собственном человеческом и техническом ресурсе. Я всем в Москве и в Минске рассказываю, какие профи работают на НВК и как лихо они внедряют новые технологии, которые не по зубам еще многим каналам в Москве. Поверьте, я никогда не видела команду, которая способна за несколько дней перейти на новый формат монтажа и вещания. Вы крутые, люблю, скучаю. Ваша Анжелика Аверкова. За НВК. Очень приятно, спасибо, Анжелика. Действительно, мы крутые. Это так. 1 февраля, как вы знаете, дорогие телезрители, этого года начал свое вещание новый информационный канал «Якутия-24», который был создан на базе Саха-24. Концепция канала была полностью изменена. Он с информационно-развлекательного перешел на стопроцентно информационный формат. Далее тему продолжит Катерина Винокурова. Новости – один из первых жанров, освоенных на якутском телевидении. Первые информационные выпуски вышли в эфир сразу же, как появилось телевидение в Якутии в 1963 году. За 55 лет новости развивались и менялись вместе со временем. Если раньше новости копили информацию в течение дня и выходили в эфир только вечером, то в 2004 году перед работниками встала главная задача – оперативность. Далее увеличение объема вещания до круглосуточного и перехода на цифровой формат. А в этом году, 1 февраля, начинает свое вещание новый информационный канал «Якутия-24». Работа канала подразумевает регулярное обновление новостей. Пилот разбившегося вертолета жив. Об этом телеканалу «Якутия-24» подтвердили в полярных авиалиниях. Кроме того, предусмотрены такие рубрики, как новости экономики, спорта и происшествий. Вещает канал в 5 городах республики – Якутск, Мирный, Нерюнгри, Ялдан и Ленск. Телеканал также запустил одноименный сайт. 150 квадратных метров студийного павильона представляют несколько площадок. А изюминкой новой студии, как многие уже знают, это работа за стеклом, как символ честной работы и правдивой информации. In the night, exchanging glances, wandering in the night. What were the chances we'd be sharing love before the night was through? Something in your eyes was so inviting, something in your smile was so exciting, something in my heart
little did we know, love was just a glance away, a warm embracing dance away. And ever since that night, we've been together, lovers at first sight. In love forever, it turned out so right, for strangers in the night. Just a glance away, a warm embracing dance away. Ever since that night, we've been together, lovers at first sight. In love forever, it turned out so right, for strangers in the night. И вы, конечно, узнали обладателя этого бархатного голоса. Это Леонид Анциферов, это артист симфонического хора Государственной филармонии Республики Саха-Якутия. Доброе утро. Доброе утро, Леонид. Скажи, пожалуйста, скучаешь ли ты по тем временам, когда тоже некогда, как и мы с Олей, вели и ведем эту программу? Да, немножко есть, потому что в каком году это было? В 2014 году я вел Как новый долго день. это длилось? Почти год. С кем в паре ты вел? С Надеждой Росовской. Мы тут с Олей до этого говорили, да, есть ли у нас В нашем дежурные, арсенале, да, да. дежурные фразы. Вот у тебя есть и были такие вот фразы, которые ты постоянно использовал, если что, вот. Когда не знаешь, что сказать, когда Я неожиданная уже пауза. сейчас не помню. Мое слово «паразит» было слово «замечательный». Как же У ты меня от него все было избавился? замечательно. Да. Тебе удалось избавиться от него? Частично. И это замечательно. А что самое трудное было, вот, когда ты вел прямые эфиры? Может быть, вставать утром? Нет, вставать утром было не очень сложно, в принципе, потому что у меня тогда младшая дочка была совсем маленькой, поэтому То есть бессонной ночи с этим было? проблем не было, да. Было иногда сложно чисто в техническом плане. Ну и иногда бывало так, что приходившие в студию гости категорически отказывались работать по сценарию. Да? И навязывали Да. свой Нет, сценарий? не то чтобы они навязывали, они просто забывали, о такое чем вообще бывает. должна была идти речь. И приходилось очень делать такие удивленные глаза, там, задавать какие-то вопросы, за кадром показывать всякие жесты. Это да. Секреты раскрыл, да? Скажи, пожалуйста, а как повлияла на тебя эта работа? Раскрыл ли ты себе что-то новое? Дало ли тебе какие-то новые возможности? Ну, это был очень хороший опыт. Так. Знаете, такая, вот, как Зарядка, говорят, да? жизнь игра, и вот был такой новый этап в этой игре. Не знаю, как-то кто выиграл, кто нет, но все остались при своих, я надеюсь. И зрителям я нравился, и мне, в общем, нравилось работать. И это замечательно. И это замечательно, А да. можно вопрос не по теме? Скажи, пожалуйста, влюблялся ли в тебя кто в тебя по голосу? Такое же бывает? Вы знаете, ну, точно я сказать не могу. Мне Но как-то слухи в этом- доходили? Мне как-то в этом не признавались. Ну, вполне вероятно, что да.
Я полагаю, да, потому что как минимум одну даму я знаю. Леня, скажи, пожалуйста, а умение петь выручало тебя вот на прямых эфирах? Может быть, приходилось вот такие вот ситуации возникали, да, когда ты раз и спел? Да, бывало такое. Да? Как-то я, конечно, точно не помню, сколько раз это было, но такое случалось. Сейчас ты бы мог бы что-нибудь такое вот исполнить тоже? Утреннее, юбилейное. Акапельная. Утренние юбилейные, да? Сейчас он праздник. Сейчас, ну нет, проснись и пой это. Знаете, я что-то вспоминаю только одну строчку. С добрым утром, милый город, и с хорошим днем. Прекрасно. Вот такой. Прекрасно. Слушай, ведь голос — это твой инструмент. Он когда тебя подводит? Дело в том, что сейчас я, как говорится, перешел уже в разряд профессионалов. И поэтому я очень тщательно соблюдаю гигиену голосовую. И пока, слава богу, инструмент не подводил. Спасибо большое. Спасибо большое, что ты нашел время. Огромное спасибо, да, Леонид, что пришел Пожалуйста. к нам, поздравил нас и всех наших телезрителей с этой юбилейной датой. Дорогие друзья, не забывайте, что наш большой праздничный эфир продолжается. Он будет длиться сегодня в течение всего дня. Так что не переключайтесь и поздравляйте нас. Наш короткий номер, наш WhatsApp номер все еще работает.